Итак, добрый день, уважаемые коллеги. С вами метод объединения русского языка и литературы. Тема вебинара «Обратная связь как эффективное средство воздействия на образовательный процесс». Цель вебинара – предложить школьному сообществу ряд методик, которые развивают культуру обратной связи и воздействуют на образовательный процесс как у учеников, так и учителей. Мы специально выписали словосочетания и предложения, связанные с обратной связью, из инструктивно-методического письма 2020-2021 учебного года. Обязательным элементом урока должна стать обратная связь, которая позволяет корректировать действия учителя, направленные на поддержку ученика, и позволяет совершенствовать образовательный процесс. При формативном оценивании учитель самостоятельно определяет количество обучающихся и частоту предоставления обратной связи. Формы, виды обратной связи учитель выбирает на свое усмотрение. При этом следует обращать внимание на корректный характер предоставления обратной связи. Обратная связь осуществлялась посредством журналов «Кунделик», «Билимейл», «Миктеп», онлайн-мектеп и так далее. В случаях отсутствия электронных журналов через доступные виды связи по усмотрению учителя. Обратная связь осуществляется посредством электронных журналов, интернет-платформ, электронной почты, мессенджеров, IT-чатов, Telegram и других, мобильной и стационарной телефонной связи, почтовой связи. Обратная связь – дискуссия об обучении, включающая в себя предоставление личного мнения, которое может происходить либо между сверстниками, либо между учителем и обучающимся. Письменная обратная связь, рубрика представляют собой описание результатов достижения обучающихся за определенный период. Шаблон рубрик может быть составлен учителем по всем целям обучения для предоставления обратной связи по формативному оцениванию. Итак, обратная связь при наблюдении за уроком – обязательный критерий. Учитель наблюдает и комментирует прогресс и успехи учащихся. Обучающиеся получают обратную связь от учителя в процессе обучения, в какой форме и на каком этапе обучения. Посмотрите, мы разработали модель обратной связи между учителем, учеником и родителем. В центре школа, вокруг нее расположены учитель, ученик, родитель. Обратную связь можно выстраивать в следующих направлениях. Учитель-ученик, ученик-учитель, ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель, родитель-учитель, ученик-родитель, родитель-ученик. Все методы построены на практическом применении. Так вы разберетесь не только, что надо делать, но и почему. В каждом направлении обратной связи мы предоставим несколько методик, помогающих давать эффективную обратную связь. Ввиду того, что в настоящее время в качестве определения понятия «вид обратной связи» имеются разночтения, мы решили определить как дефиницию вид в соответствии с критериями определения вида, то есть по сходству каких-либо процессов. Процесс обратной связи может осуществляться в следующих видах: устный, письменный, видео, аудио, фото. При названных видах обратной связи она может осуществляться в разнообразных формах посредством различных методов и приемов, существующих в педагогике и психологии. Мы предлагаем следующую классификацию методов и приемов обратной связи, как целеполагание, вопросник, дискуссия, рефлексия, мониторинг, эссе, диктант, изложение, диагностика, оценивание с поощрением или порицанием, тут же коррекция, в формах диалога, монолога, игры или игровой ситуации, коллажа ментальной карты, голосового сообщения, письменной работы, онлайн-теста, радиоспектакля, индивидуальных заданий
и интернет-ресурсов. Дело в том, что при онлайн-обучении возникла проблема, можно ли на онлайн-уроках использовать имеющиеся виды, формы, методы и приемы обратной связи. Конечно, можно. Для этого существуют средства обратной связи. Это электронная почта, телефон, телеконференция, интерактивное телевидение, почта. Мы считаем, что обязательно нужно учитывать еще такие виды обратной связи, как положительная и отрицательная обратная связь, что имеет, конечно же, свою специфику. Положительная обратная связь не всегда может быть положительной, но она всегда должна быть позитивной. Отрицательная обратная связь, то есть с указанием на ошибки и так далее, она тоже может иметь свой позитив, если имеет последующую коррекцию. Мы считаем, что обратная связь прежде всего должна быть положительной, позитивной. Учитель позитивен, предлагающий ученику свою помощь при выполнении заданий. И чем больше информации получает учитель о том, что знают, что думают учащиеся, как они учатся, тем больше у него возможностей для совершенствования преподавания и повышения успехов своих учеников. А также и для учеников тоже предоставляется такая же возможность. Добрый день. Если говорить о методах обратной связи, учитель-ученик, в первую очередь необходимо обратить внимание на 3 основных вопроса. Первое – это ученик, что ученик сделал правильно, где ученик ошибся, а также что нужно сделать, чтобы исправить ошибки. Что же дает эта обратная связь? Для учителя осведомленность о ходе процесса обучения, достижениях каждого учащегося, а также необходимости подтянуть знания того или иного учащегося. А для учащегося осведомленность о степени достижения ожидаемых результатов, получения рекомендаций для улучшения работы. Добрый день. Как привлечь современных школьников к чтению? Для учителей литературы очень важно, чтобы дети читали. Буктриллер является прекрасным способом привлечь детей к чтению и осмыслению прочитанного. Цель буктриллера – рассказать о книге, но этот рассказ должен заинтересовать слушателей. Первый буктриллер представляет собой слайд-шоу из иллюстраций с подписями. Второй буктриллер уже озвучен по ролям. Я хочу показать активное участие учащихся в процессе собственного учения. В 1830 году Балдин Пушкин написал 4 пьесы, и одна из них – «Моцарт и Сальери». Моцарт – молодой композитор, жизнерадостный и добродушный. Музыка ему дается легко, и также легко он идет по жизни, создавая талантливую музыку. Это жизнелюбимый человек, деликатный и в то же время скромный. Сальери – полная противоположность Моцарта. Это очень завистливый человек. Для младших классов мы берем буклет. Для учеников младшего класса музыка давалась ему.
Также мы хотели бы продемонстрировать следующую игру на развитие памяти. Допустим, здесь мы используем ключевые слова, которые были изучены на последних 2 или 3 уроках. И у ученика есть 2 минуты, чтобы их запомнить. Затем им нужно вспомнить эти слова за ограниченное время. Приз назначается наиболее больше получившим баллов количества. Это максимальная оценка. Добрый день, дорогие коллеги! Я хотела бы показать вам элемент урока с использованием приема ромашка Блума. Ромашка Блума создана известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом. Ромашка состоит из 6 вопросов, каждый из которых содержит определенный тип вопросов. И ценность этого вида в том, что он учит детей слушать и слышать, развивает речь, дает возможность общения. Проще говоря, цели можно обозначить блоками «знаю», «умею», «говорю». 6 лепестков и 6 вопросов. В 7 классе, когда мы проходили стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка», я применила эту ромашку. Белый лепесток – это простой вопрос. Чем привлекает вас девочка? И вот ответ ученицы. Девочка привлекает меня своей чистотой души. В ней нет зависти, плохих мыслей. Меня очаровывает внутренняя непорочность, искренняя радость за чужих людей. Второй – это уточняющий вопрос. Что значит выражение «внутренняя красота»? И ответ ученицы. Внутренняя красота – это правильное воспитание, интеллигентность, сопереживание, чуткость к другим, самопожертвование, доброта, умение дружить и радоваться успехам других. Следующий вопрос – это вопросы интерпретации. Наступление какого дня боится автор? И девочка отвечает, что дня, когда девочка станет взрослой, когда поймет, что не так красиво, как ее подружки, боится, как девочка столкнется с суровой правдой жизни. Творческий вопрос. Как вы думаете, как бы изменился мир, если бы люди в первую очередь начали ценить внутреннюю красоту? Мне очень понравился ответ этой девочки, что тогда не было бы лицемерия, лжи, зависти. Мир был бы полон добра. Практический вопрос. Где в обычной жизни вы могли бы столкнуться с такой ситуацией? Такие ситуации встречаются в подростковом возрасте, при встрече с друзьями, в общественном месте. И последний вопрос – это отсылочный вопрос. Как вы думаете, к какой мысли хотел привести читателя автор? И ответ, что здесь важно иметь красивый внутренний мир, чем иметь красивую оболочку. Также я провожу литературный диктант для обогащения словарного запаса учащихся, для развития литературной зоркости. Литературные диктанты дают возможность быстро и всесторонне проверить знания учеников по темам, которые мы изучали, также на знание предмета, на знание текста литературного произведения. В 7 классе, когда мы проходили рассказ «Быль» Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник», я применила литературный диктант. Значит, в рассказе «Кавказский пленник» повествуется, и ученики написали, повествуется о русских офицерах, которые попали в плен. Основная мысль произведения заключается, и ученики писали, что в упорстве и мужестве русских офицеров. Другой ученик написал, что в сложной ситуации нельзя опускать руки, никогда не сдаваться, нужно бороться. Ключевые слова рассказа – офицеры, плен, татары, выкуп, побег, кукла. Как можно было озаглавить рассказ? И ученики написали по-разному. Один написал «Жилин и Костылин», второй написал «Случай на Кавказе», третий написал «Сила духа». И последнее. В этом произведении утверждается мысль о том, что нельзя сдаваться в трудных моментах. Нужно упорно добиваться своей цели. И можно сделать такой вывод, что ученики хорошо справились с заданиями, правильно ответили на вопросы, показали знание текста и богатство словарного запаса. Спасибо за внимание. Из практики работы также следует отметить, что используется как аудиодиалог, аудиомонолог в общении с ребятами, моментальная проверка с целью коррекции работ, чтобы ребенок мог исправиться. А также интересной работой мне представляются такие задания, как ментальная карта, потому что именно этот вид работы помогает детям развивать мыслительные операции.
помогает запоминать с помощью эмфазы, выразительных средств. Когда они выполняют такую ментальную карту по какой-то теме определенной, они лучше запоминают материал. Также интересен, как и в любом другом предмете, нам не нужны не просто знания, но и применение этих знаний. И если говорить о применении знаний по литературе, то одним из таких применений является постановка спектаклей. В онлайн-обучении, конечно же, спектакль не просто так предоставить, поэтому мы с ребятами решили выполнить радиоспектакль. И я хочу дать вам прослушать некоторые из них. На, прими это. Опять валялся на кровати? Зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли? Врешь, валялся, видишь, вся скочена. На что мне она? Не знаю я разве что такое кровать. У меня есть ноги, я постою. Зачем мне ваша кровать? Посмотри, там в картозе табака нет? Да где же мне быть табаку? Вы 4-го дня последнее выкурили. Ну вот, уже целый час дожидаемся, а все ты со своим глупым жеманством. Совершенно оделась? Нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно, ни души. Как будто бы вымерло все. Да, право, маменька, через минуты-две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то богоугодные и другие? А что там такое? А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. С большим удовольствием я готов. Объясните, господа, какой чиновник едет? А вы разве не слышали? Итак, вы прослушали несколько фрагментов небольших из радиоспектакля. Именно такие задания, наверное, мотивируют детей и читать произведения, и применять знания на практике. Спасибо. Добрый день. Я хочу поделиться некоторыми методами обратной связи, которые я использую на уроке. Одна из них – мозговой штурм. Это форма проверки, которая может следовать за каждым заданием в начале, в середине и в конце урока, для того, чтобы вспомнить и повторить пройденный материал. На примере 6 класса я хочу показать фрагмент урока русского языка. Мы изучили тему союза. Здесь я задаю несколько вопросов, а ученики отвечают как в письменном и в устном виде. Письменный ответ виден на слайде. Вот несколько устных ответов. Первый вопрос. Служебные части речи – это предлоги, союзы, частицы. Второй вопрос. Что такое союз? Союзы – служебная часть речи, которая служит для связи слов. На какие виды по значению делятся союзы? После мозгового штурма можно провести метод словесная оценка. Это устная обратная связь, самый распространенный вид оценки. Учитель похвалил учащегося за хороший ответ и таким образом провел устную обратную связь. И, соответственно, ученик может понять, что данный материал или информация он успешно освоил. Очень хорошо, ребята, молодцы. Следующая обратная связь – тестовые задания с ответами. Здесь можно придумать ответ с картинками и без картинок. Можно подготовить самим тесты или же взять уже готовые по теме с Гугла или с Ютуба. И этот же метод обратной связи мы можем видеть в платформе онлайн-мектеп. Ученики отмечают правильный ответ и отправляют выполненные задания, а также могут ответить устно. Тем самым идет и самопроверка. Учитель выставляет правильный ответ, и ученик получает обратную связь. Здесь на слайде видны, показала письменные ответы и несколько устных ответов. Это 2-е и 3-е классы. Это происходит в театре. Ребята, скажите, пожалуйста, к какому жанру Я думаю, относится что это послушный рассказ. текст?
А. Сказка. Автор использовал глаголы ходят, скачут, смеются и плачут. И еще один из методов обратной связи – чемодан, мясорубка, корзина. Ученикам предлагается выбрать вариант, как они поступят с информацией, полученной на уроке. Если ученик выбирает чемодан, значит, все, что он узнал на уроке, пригодится в дальнейшем. Если мясорубка, информация еще перерабатывается, находится в процессе освоения. Ученики также отправляют ответы по голосовому сообщению и могут писать в чат. Если ученик выбрал чемодан, значит, все, что он узнал на уроке, пригодится в дальнейшем. Да? А корзина, если он выбрал корзину, если же они выбирают корзину, это говорят о том, что они не нуждаются в этой информации, тем самым как бы выбрасывая ее в корзину. Я с вами поделилась, как организовать эффективную обратную связь и минимизировать время проверки при дистанционном обучении. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Я Кужекова Бутагоз Балатхановна. Хотелось бы поделиться своими методами обучения во время дистанционного обучения. В своей работе я часто использую среди учеников вторых, третьих, начальных классов обратную связь медальон. Она заключается в том, что я поощряю хорошо ответивших учеников медалькой. За один правильный ответ одна медаль. Тем самым у учеников задача собрать как можно больше медалей. Тот, кто соберет больше всех, и будет победителем. На презентации фрагмент моего урока, где я даю задания и задаю вопросы. Ученики отвечают на вопросы и выполняют задания. При этом получают медальоны. Следующая форма обратной связи, которую я использую в 4 классах, одноминутное эссе. Одноминутное эссе – это техника, которая используется учителем с целью предоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали по теме. Для написания одноминутного эссе учитель может задать следующие вопросы. Что самое главное ты узнал сегодня? Какие вопросы остались для тебя непонятными? Вот один из примеров урока, где я использовала одноминутное эссе. 4 класс, тема урока «Какие бывают дожди». На данном уроке дети получили интересную информацию. В конце урока я задаю вопрос, что самое главное ты узнал сегодня. Они мне отвечают. Я надеюсь, что моя информация для вас была полезной. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Алдашева Айнагуль Шахмарова. Сегодня я хочу рассказать о методе обратной связи «Человечек на дереве», который можно использовать на этапе рефлексии. Данный метод позволяет нам определить, на каком этапе понимания изученной темы находится ученик. Учащимся предлагается позиционировать себя с определенным человечком и аргументировать свой ответ. И вот такие ответы в качестве обратной связи мы можем получить от учеников. Мне подходит лучше 15 номер, потому что он поднимает руку, и мне кажется, что он хочет ответить, как и я. Я человечек под номером 17, потому что я хорошо поняла тему. Я выбрал 12, потому что я поняла на середину, и мой собеседник не может объяснить. Думаю, я номер 10, потому что я все поняла, но можно обсудить эту тему. Ассоциации с определенным человечком позволяют учащимся не бояться осознать тот факт, что они не до конца осмыслили тему, и им нужна помощь, благодаря чему учитель видит, кто из учеников нуждается в дополнительной поддержке и помощи.
Но есть ученики, которые, возможно, в силу своего характера обращаются за помощью к учителю в личный чат, где мы, поддерживая ученика, объясняем те моменты, в которых затрудняется ребенок. Вот некоторые выдержки из сообщений учеников. Я не поняла тему, можете еще раз объяснить. После объяснения учителя ученики также дают нам обратную связь. Хорошо, поняла, спасибо. Здравствуйте еще раз. Я хотела бы уточнить свою оценку. Вы могли бы указать на мои ошибки, чтобы впредь я их не допускала? После разъяснения учителя ученик отправляет также сообщение «Спасибо за уделенное время и объяснение». То есть тем самым учащиеся показывают, что те непонятные моменты в процессе урока после дополнительного объяснения учителя им уже понятны, и они уже не затрудняются в дальнейшей работе. Также видеосвязь, как вид обратной связи, может быть дан тем учащимся, Также видеосвязь, как вид обратной связи, может быть дан с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Поскольку ученик может переснять видео несколько раз и отправить тот вариант, в котором он не чувствует стеснения и в котором он уверен. Положительная обратная связь. Все мы знаем, что эффективная обратная связь – это залог успешности дистанционного обучения. И нам, учителям, также важно получать обратную связь от своих учеников, которые нас мотивируют и дают стимул для дальнейшей плодотворной работы. Когда мы получаем такую обратную связь от своих учеников, мы тоже, наверное, где-то понимаем, что мы идем по верному пути и стараемся сделать свои уроки еще лучше и интереснее для наших детей. Спасибо. С вами снова Ирина Геннадьевна. Я расскажу об обратной связи, как она осуществляется в письме, то есть эссе. Одноминутное эссе вы уже прослушали. Можно писать 3-минутное эссе, 5-минутное эссе. То есть учащиеся отвечают на какой-то один конкретный вопрос, дается определенное количество времени. Ну, например, что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы узнали сегодня? Они отвечают и излагают, потом читают свои мысли, излагают их учителю. После проверки письменной работы учитель не выставляет отметку, а делают корректирующие записи, используя различные символы и цвета. Даются рекомендации по улучшению работы. Потом они присылают мне уже усовершенствованный вариант, за который ставится оценка. В этом году в 9 классах предлагается написать на экзамене аргументированное эссе. Что такое аргументированное эссе? Это дается 2 текста. В одном тексте все за, в другом все против. Например, вода приносит пользу, и во втором тексте вода приносит вред. Учащиеся должны выбрать только одну позицию, в которой они берут те предложения, которые именно за или которые именно против. Потом они делают итог и записывают свое мнение по этому вопросу. Сейчас я вам приведу примеры полных эссе. В прошлом году, когда мы ушли на дистанционное обучение, вот 11-классники писали мне эссе. Коронавирус. Написала Байжамартова Даяна. Сначала, конечно, был у ребят шок, потому что они не представляли, как можно учиться на при дистанционном обучении. Но потом уже все вошло в свое русло, и уже к самому коронавирусу они относились немножко вот с юмором. Она пишет: когда-то еще в 5-6 классах мы мечтали о том, что наш выпуск будет золотым, а оказалось, что он будет коронованным. Ну ничего, будет о чем рассказать своим внукам. Следующее сочинение написала Шелкова Диана «Пандемия». И тут она мне тоже 3 раза присылала свое стихотворение. Мы над ним работали,
Я ей предлагала изменить где-то рифму, предлагала изменить где-то размер стихотворения. И вот довольно такое точное стихотворение у нее получилось. Что за пандемия в мире? Все теперь на карантине. Все теперь уселись дома, ужин, спать и телефоны. Каждый день одно и то же. Дни у всех сейчас похожи. Моем руки, носим маски, не выходи, не трогай глазки. И каждый раз, как просыпаюсь, желаю, чтобы их стало меньше, чтоб с каждым днем она снижалась, статистика людей умерших. Скучаю сильно я по школе, по педагогам и друзьям. Скучаю я по жизни школьной, по тем моментам и тем дням. И мне печально, очень грустно со школы уходить вот так. И на душе немного пусто, ведь время не вернуть назад. У нас осталось слишком мало и времени, воспоминаний. Сложнее уходить нам стало, и это мы не отрицаем. Сейчас мы на пороге школы, еще чуть-чуть, и мы студенты. Хочу вернуть в то время снова, когда мы хоть немного дети. Хочу сказать спасибо вам за ум и сердце доброе, родным моим учителям за отношения теплые. Так что за пандемия в мире? Что все сейчас на карантине, что все сейчас уселись дома, поспать, покушать, телефоны. И еще два сочинения Бродецкой Маргариты «Главное качество человека 21 века» и эссе «Возвысить степь, не унижая горы» по поэзии Алшаса Сулейменова. Вы можете потом, если вам интересно, знакомиться с ними. О методике расскажу вам я, Сырымбетова Ахмарал Бахаджановна. Хочу поделиться своими наработками. Что такое сеты? Это набор карточек, плакатов, памяток о том, что такое обратная связь и как ее давать. Какова цель данного метода? Показать, что обратная связь – это надежный инструмент развития, научить учителей применять правила обратной связи на практике, научить учителей взаимодействовать, выстраивать коммуникацию с помощью практик обратной связи, дополнить словарный запас учеников и учителей грамотными формулировками. Что же делает участник? Во-первых, вот сейчас мы прослушали, Ирина Геннадьевна зачитала эссе. Какую обратную связь вот в процессе не только итоговый результат оценки выставить, а какую обратную связь давать ребенку? Дети тоже у нас делятся на разные категории. Вот я предлагаю создать определенный набор карточек. Вот, допустим, обратная связь, когда ученик испытывает трудности с заданием, хотя очень старается. Я предлагаю 3 варианта карточек, то есть у вас будут готовые такие заготовки. Получается не совсем так, как ты хочешь, но давай посмотрим. Это как на возможность научиться, какие выводы ты уже сделал. Или же следующий вариант, какие подходы ты используешь. Давай подумаем, что можно изменить в подготовке, чтобы в следующий раз получилось лучше. Или же это сложная задача, но ты справишься. Давай посмотрим, на какие шаги ее можно разделить. Дети у нас бывают такие ученики, которые успешно продвигаются в решении задачи. И кроме слов «молодец», «у тебя все хорошо получается», для дальнейшего развития я предлагаю следующие методические сеты. А какие подходы ты использовал? Давай закрепим успешный опыт. Или же карточка следующая. Ты очень вырос, и дальше вы дополняете. Также я предлагаю ученикам, которые выполнили задачу с большими усилиями, следующую обратную связь. Очень важно было не сдаваться, что позволило тебе продолжать работать. То есть ребенок задумывается, проводит анализ своей работы и развивается дальше. Карточка вторая, что ты понял в процессе выполнения, что теперь будет легче. И, конечно же, у нас есть ученики, которые выполняют задачу легко, не прикладывая усилий. Хотелось бы, чтобы эти дети выложились максимально. Тогда я предлагаю следующие карточки. Давай подумаем, что можно сделать на следующем этапе. Или давай на следующий раз мы поставим более сложную задачу, ведь ты справишься.
Уважаемые коллеги, я предлагаю создать вот несколько карточек, тогда вам будет удобно. Иногда я использую эти карточки уже готовые, допустим, сдали вам лист, если это не дистанционное обучение, вы просто закрепляете на эссе, допустим, я закрепляю одну из этих карточек, и ребенок уже дает вам, отвечает на этот вопрос и дает вам обратную связь. Далее о методах обратной связи расскажу я, Карабалаева Шынар Байбахтыкызы. На уроке русского языка и литературы я использую различные методы обучения. При этом методы дистанционного обучения обязательно должны включать в себя традиционные виды деятельности учащихся на уроках. Также я включаю в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей. Провожу игровые формы работы. Для большей визуализации я приведу примеры на конкретных отрывках моих занятий. Я использовала метод интеллектуальная разминка. На уроке в 7 классе данный метод дает возможность настраивать учащихся на учебную деятельность. Как видите на слайде, учащиеся активно отправляют ответ на мой вопрос на размышление в виде аудиозаписи. В данном случае я корректирую или же поощряю учащихся также голосовыми сообщениями. Здесь наблюдается обратная связь. При освоении материала учащимися я использую прием кластер в 8 7 классе. Учащиеся систематизируют имеющиеся знания по той или иной проблеме и дополняют новыми. Данную работу учащиеся выполняют в рабочих тетрадях и отправляют в виде фото в чат. На данном слайде предоставлен пример урока в 9 классе на тему «Отцы и дети. Конфликт поколений». Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, проложенной отцами. Если ты в силах, ищи свои пути. Мухтар Ауэзов. Во время урока учащимися выполняется такая работа, как изучение диаграммы. Также хотелось бы дать вам прослушать аудиозаписи учащихся в качестве обратной связи на данном уроке. То, как они освоили материал и как отвечали по данной теме. Извлекла из урока то, что у казахского народа принято личным примером с ранних лет Все дети должны уважать старших, проявлять им доброту, всегда показывать свое уважение. Дети считают главным богатством и счастьем семьи. Семья, не имеющая детей, напротив, считалась несчастной. Чтобы дети уважали старших, родители им дают воспитание. Не просто воспитание, а бабушки и дедушки, и к их мудрости и жизненному опыту, а также уважать свои традиции и обычаи. Таким образом, дистанционное образование не может заменить в полном объеме непосредственное сотрудничество учитель-ученик, но при грамотном использовании становится хорошим помощником в реализации образовательных программ. Далее мы хотим предоставить методы обратной связи ученик-ученик. С целью актуализировать знания учащихся по ранее изученной теме и подвести к изучению нового материала, обычно я использую метод парный выход. В начале работы в паре учащиеся прослушивают текст, воспроизведенный мной. Следующая аудиозапись – задание для учащихся. Текст «Что происходило с гусеницей?» В одном большом огороде жила-была маленькая гусеница. Она была зеленая-призеленая. Была у нее мечта. Она хотела стать красивой бабочкой.
но все только смеялись над ее мечтой. А гусеница заедала свое горе тем, что поедала и поедала листочки. Спал цветок и вдруг проснулся. Больше спать не захотел. Улыбнулся, потянулся, взвился вверх и улетел. Ребята, гадайте, используя глаголы прошедшего времени, и расскажите, что же произошло с этим цветком? После я отправила учащимся напечатанные вопросы по тексту, над которыми как раз-таки работают в парах, то есть идет обсуждение мнений между учащимися. Пример на этом слайде 5 А класса. Первый учащийся отправляет часть ответа в виде аудиозаписи, второй учащийся дополняет его ответ. Таким образом идет работа в паре. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Сарсенова Алия Куралбаевна. Я сегодня хочу вам рассказать о методе разработок тестов учениками во время урока. Ученики разрабатывают систему заданий в виде теста. Это означает, что дети собирают такие задания, которые обладают системообразующими свойствами. В первую очередь надо выделить общую принадлежность заданий к одному разделу изученному и охват учениками всех пройденных тем данного раздела, а также старание максимально объективно оценить уровень сложности разработанных учениками заданий. Специфическая форма разработанных учениками тестовых заданий отличается тем, что задания представляют собой не вопросы и задачи, а высказывания, которые являются истинными либо ложными в зависимости от ответа. Имеют место быть и традиционные вопросы с несколькими вариантами ответов, в которых ученики стараются запутать отвечающего. Использование данного метода оправдано увлеченностью и неподдельным интересом детей, а также возможностью командной работы в целях развития коммуникабельности учеников. Метод заготовки в виде комиксов продолжу я, Сырымбетова Ахмарал Бахджановна. Что такое рисунки-заготовки? По-другому мои дети их называют бабл, то есть пузырь. Нам они более знакомы как облако. Рисунки-заготовки, в которых предложена определенная ситуация, а участник должен дать обратную связь, заполнить другое облако. Когда используется данный метод? Когда учим давать обратную связь, строить словесные конструкции, использовать фразы, опираясь на эмпатию и внимание к собеседнику. Сейчас я вам приведу пример, как это происходит у меня на уроке. Допустим, ребенок подготовил видеопрезентацию. Я начинаю первое давать свою обратную связь. Видеопрезентация замечательно, закадровый голос просто чудо. Алика умница, это такая колоссальная работа. Я восхищена, продолжаю просмотр. Дальше подхватывают другие ученики, и они, в свою очередь, также стараются не повторяться, а давать свои какие-то вещи, которые они заметили. Например, Зайнуллина Асима добавляет: Алика молодец, чудесное видео и картинки нашла, полезную информацию. Алика, ты нашла полезное, интересное видео, ты молодец, ты просто умница, спасибо, девочки, все было познавательно и интересно. Спасибо всем девочкам, которые подготовили этот урок, очень познавательный. Вот ребята даже отмечают, что надо быть здоровым, помогать природе, мне все очень понравилось. Далее девочки также пишут, то есть все я вам перечислять не буду, но хочу сказать, что есть и ребята, которые отмечают не только положительные стороны, но и делают замечания. Допустим, Непша Савелий говорил о том, что да, презентация хорошая, но ты где делала? На телефоне или на компьютере? Вот с телефона это, конечно, можно не заметить. У тебя не хватает главных факторов.
Какая была моя цель? Прежде всего, используя метод Bubble, да, научить учеников применять правила обратной связи на практике, научить учеников взаимодействовать друг с другом, выстраивать коммуникацию с помощью практик обратной связи, дополнить свой словарный запас ученика в области подачи обратной связи. Что я ожидаю? То есть это в 5 классе я только начала применять, получается. Что будет в последующих классах? Я надеюсь, что мои ученики будут применять правила обратной связи на практике. Мнение учеников по работе будет становиться более обоснованным, аргументированным. Они легко смогут быстро, точно, а не спонтанно и разрозненно давать обратную связь. Ирина Геннадьевна вам расскажет об интересном опыте работы, который предложила Низхан Мирамбаевна. На родительском собрании, когда у родителей возникло много вопросов о ведении уроков, Низхан Мирамбаевна предложила им вступить каждому предметнику в группы и посещать уроки. Они не только контролируют детей и учителя, но и предлагают свою помощь. Вот что написала мама Адуахаз Даяны. Это у нас обратная связь родитель-учитель. Я мама Адуахаз Даяны, ученица 10 В класса. Вторую и третью четверть этого учебного года я состою в группе русского языка и литературы. Ежедневно наблюдаю, все ли дети посещают уроки, насколько активно участвуют в учебном процессе, выполняют ли домашние задания. Если есть какие-то проблемы с классной или домашней работой, или кто-то из ребят отсутствует на уроке, я сразу оповещаю родителей этого ученика. Вовремя полученная информация родителями облегчает работу учителя. Иногда с интересом помогаю выполнять домашние задания своему ребенку. Присутствие на занятиях интересно и познавательно родителям тоже. А теперь посмотрите связь ученик-учителю. Мы не только учим детей, но и учимся у них сами. Посмотрите, сколько внимательных глаз смотрят на нас из класса Акмарал Бахаджановны. И выдержки из сообщений 11 Б класса, класса Веры Стефановны. Ваши уроки дают нам очень многое, они очень полезны. На уроках литературы мы читаем произведения, которые развивают наш кругозор и заставляют задуматься. А уроки русского развивают нашу грамотность, логику, ну а также внимательность и понимание текста. Уроки проходят очень хорошо, все, что проходим, все понятно и доступно. На уроках литературы узнаем много нового о писателях, их жизни и о написании какого-либо произведения. Также мы хотим показать вам связь учителя с учителем, обратную связь. Обратите внимание, что мы работаем как внутри методического объединения. Мы помогаем обращаться молодым специалистам, работаем в паре, работаем в группах, исследуем уроки друг друга. Что мы ожидаем от этой работы? Что учителя не боятся обращаться за советом к коллегам при возникновении определенных сложных вопросов. Каждый из нас воспринимает критику как критику, безотносительно к собственной личности. Учителя используют правила обратной связи в коммуникации друг с другом. Все, наверное, я вам не буду перечислять, но хочу сказать о том, что мы посещаем уроки друг друга. Обратную связь вы можете увидеть в виде листков наблюдений. Кроме всего прочего, мы не зацикливаемся только в работе своего методического объединения. Мы также участвуем в работе и интеграции с другими учителями других методических объединений, с казахским языком, с английским языком. Ну, на наших фотографиях вы видите, что идет полностью интеграция между предметами. Она выливается и в определенные праздники, конкурсы, уроки. Я думаю, что интеграция учитель-учитель даст большие результаты, обратную связь и дадут большой шанс развитию наших детей и внутреннему саморазвитию. То, что касается саморазвития, хотела бы сказать, что мы не останавливаемся в работе только внутри своего коллектива.
Хочу показать на своем опыте, что проработала вот в конце 2020 года совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, а конкретно с Московским педагогическим государственным университетом. Они пригласили меня поучаствовать в написании учебного пособия для детей, начинающих изучать русский язык шаг за шагом. Я представляла Республику Казахстан и опять же из опыта работы школы применила все методы обратной связи и в данном учебном пособии. Вы видите примеры, что я умею делать, о чем я могу рассказать. То есть это опять же одни из приемов идут обратной связи. Итак, на связи снова с Арсеновой Алия Карабаевна. Я хотела бы немного рассказать о Всемирной школьной лаборатории Global Lab и ее использовании в нашей педагогической деятельности. В настоящее время, как известно всем учителям нашей школы, мы должны обеспечивать функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, личностного развития и ценностных ориентаций. Поэтому перед нами может возникнуть проблема, как сформировать деятельные и креативные качества учащихся, обусловленные необходимостью взаимодействовать с другими людьми, особенно в наш период дистанционного обучения. Как же найти им связь с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. В общепедагогическом плане деятельный подход понимается как подход, в соответствии с которым именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования. То есть знания не передаются в готовом виде, а добываются самим учеником в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения к презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Использование Global Lab в целях как раз-таки получения активных практических знаний и также получения обратной связи в условиях современного дистанционного обучения весьма эффективно, так как в проекте могут принимать участие и семейные команды, например, родители и дети, которые находятся на дистанционном обучении. Главная задача – это научить школьника собирать информацию в ситуации заведомой неполноты и зачастую недостаточной достоверности информации. Выполнение конкретных исследовательских проектов предполагает использование именно своего местного практического материала. Каждый учащийся выбирает себе проект и выполняет определенные исследования. Мы с нашими учениками из 5 З класса решили провести исследование на тему имени существительного. Какое имя существительное употребляется чаще всего нашими учениками? Оказалось, что самое часто употребляемое слово мужского рода – это кот, женского рода – это собака, а самое популярное слово среднего рода – это пальто. Использование в моей работе данной платформы привело к повышению интереса к моему предмету, что я считаю, безусловно, огромный плюс как и для учеников, так и для нас, педагогов. Итак, с вами снова Ирина Геннадьевна. Мы возвращаемся к нашей схеме, к нашей модели. Она стала значительно объемнее и шире. Мы постоянно учимся, и в этом нам помогает администрация, учителя, коллеги, метод объединения, ученики и их родители. Помимо внутренней связи, есть и внешние. Это МАН, МПГУ, Орлео, Global Lab, Дарын и, конечно, библиотека. Имеется в виду не только библиотека нашей школы, но библиотека вообще, к которой обращаются и дети, и учителя, и родители. 6 вещей, которые нужно помнить об обратной связи. Обратная связь – это не совет, похвала или оценка. Обратная связь – это информация о том, как идут дела на пути к достижению цели. Если ученик знает, что класс – безопасное место для совершения ошибок, то он гораздо чаще будет использовать обратную связь для обучения.
Обратная связь, которую дают нам ученики учителю, может быть не менее развивающей и полезной, чем та, которую дает учитель ученику. Когда мы указываем баллы вместе с обратной связью, ученики обычно обращают внимание только на баллы. Качественная обратная связь должна возникать в процессе обучения, а не в результате. Тогда ученик может что-то изменить. Ученики должны понимать цель своего обучения, это конкретный навык, которому их надо обучить, и тогда обратная связь помогает им понять, что конкретно нужно делать, чтобы эта цель была достигнута. Итак, метод объединения русского языка и литературы провело исследование своей работы на тему «Обратная связь». Мы очень рады были, что вы нас прослушали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь.